все, Ален, поехали. Ага, расскажите, пожалуйста, что за блюдо, какая у него история интересная, вот об этом поподробнее. Вот это наше нагайское, чисто нагайское блюдо, называется курлеме. Ну, если немножко с историей, как она возникла, как дошло до нас, это раньше, ну, нагайцы это кочевой народ, кочевали в степи и пасли баран, овец, коров, там, скот. И вот чабаны, когда пасли баран, у чабана не было, ну, ничего не было с собой. Был только нож, соль и перец. И вот, чтобы кушать в степи, делали яму в земле. Именно ножом полностью рыли и делали под землей прямо кувшин. Кувшин, и с ветреной стороны пробивали, поддувало. И вот зажигали там хворост легкий, который быстро горит. Когда этот кувшин прогревался, нужна земля, именно глинистая земля. Песчаная земля не годится. Вот поэтому я хочу внести еще ясность. Даже наши нагайцы иногда путают два блюда. Вот это вот блюдо курлеме, а есть еще курелей. Тоже наподобие так же делается, но не в кувшине. То есть там, где землю кувшин вырыть невозможно, потому что песчаная земля осыпается, делали яму. И в яме топили, ну не яму, а как бы приямок такой. И топили хворост, все, ну уже такой, чтобы саксаул, чтобы угли были. И когда они сгорали, брали шкуру и мясо солили, перчили, ну если есть там лук, и все это заворачивали в шкуру и ложили в эту угли, в эту яму. И сверху тоже накрывали углями и закрывали землей. В общем, получалось, шкура вместе с мясом остается в земле, и под жаром этих углей приготавливается мясо. Это блюдо называется курелей. Потому что наши нагайцы даже некоторые путают, и его называют курелеем. Курлеме, в общем, путаница. Вот это блюдо. А есть перевод вообще вот курлемей? Да, вот курелей это куре от слова загрести, закрыть, курелей. А курлеме заложить, то есть в яму заложить мясо. Вот это мясо именно закладывается в этот кувшин. Вот этот кувшин в земле растапливается хорошенько хворостом. И сама глина обжигается, превращается как кирпич, керамика. И там сохраняется сильный жар. Вот эти несгоревшие угли убираются. Ну, внизу немножко можно оставить угли для дыма. После этого мясо вот присоленное, перец с солью, где толстые места немножко разрезается, чтобы попал туда соль, присаливается. Пока яму роем, она уже подходит. Соль, все мясо. Когда яма вырылась, протопилась, это проходит где-то час времени, земля нагрелась, и вот чабан его закладывает, накрывает сверху шкурой яму, чтобы шкура не собралась по краям, завивает мелкие колышки, и землей, своей же землей присыпает его. Оставляет только в середине такой пушок шкуры. И сам дальше идет, баран пасет. И теперь там через 2-3 часа он возвращается, когда уже мясо готово. Он подходит к этой шкуре, так тянет, и шерсть отрывается легко. И видно, что шкура даже уже приготовилась. И после этого он аккуратно землю убирает, шкуру сворачивает, чтобы туда земля не попала, и достает мясо. То есть он достает, один чабан не съест столько мяса. Он берет столько, сколько он сможет съесть, ну и забрать с собой. Ну, то есть один кусок. Остальное все он может обратно зарыть. Зарыть, но уже закопать нормально, чтобы там волки, шакалы не съели. То есть он в следующий день может опять прийти. Этот жар сохраняется 3 суток в земле. И мясо, вот чем шашлыки уступают, да, курлеме. Шашлык пока горячий, его съел. Угли потухли, и уже все. Шашлык остыл. Это надо опять разжигать. А здесь, в этом кувшине, жар сохраняется 3 суток. Ты его достаешь, он всегда горячий, пока не остынет сам этот. Разница вот между этими двумя блюдами? Разница двумя... По вкусу есть разница какая-то? Ну, по вкусу, здесь мясо золотистого цвета, получается, когда его приготовили.
ну, как бы наподобие как шашлыка, скажем. А курюлей, там в собственном соку мясо. Оно завернуто в шкуру, ну, то же самое, как в кастрюле. То есть в собственном соку она сначала варится, потом влага иссушается, но она тоже приготавливается. Ну, своеобразный вкус, другой. То есть вкус у них разный. Да, и Предварительно для того, чтобы вот приготовить это мясо, что нужно с ним сделать? Вот мясо, вот это мясо. Да. Дальше что вот? вот предварительно, когда мы выезжаем, допустим, на природу, везем с собой живого барашка. Барашек должен быть старше года. Вот некоторые тоже наши путают с шашлыком. Мол, давайте, говорит, ягненка возьмем, что ягненок быстрее приготовится. Это ошибочное мнение. Даже шашлык с ягненка все равно не то получается. Ягненка надо варить на открытом костре и есть его, ну, сваренным. У него мясо нежнее, да. А для курлеме нужен больше года, до 2 лет, да, барашка. Вот забираем мы барашек, там же режем. Вот там без подробностей, вот Да. мясо уже вот дальше. А, уже мясо, да. Пока вот мясо присаливается, все. Да, на природе все равно кушать хочется. И вот остается же там требуха. Все. И вот быстро его приготавливаем, пока едим. И огонь горит, все. И после заложили. Заложили, опять же мы... Мясо, вот что, как его заложить? Вы просто вот сырое взяли и там А, положили? не-не. Или что-то Когда вот мы ее присолили, все, она уже, ну, соль приняла, надо его привязать, чтобы она висела в этом кувшине, чтобы она не оборвалась, потому что мясо, когда приготавливается, Давайте покажите, да, вы нам лучше покажите. да, и мы его вот связываем вот так вот за кость проволокой, да, вот так, и продеваем вот штырь арматуру. Ну, это сейчас арматура, конечно. А раньше не было ничего, ни арматуры, ничего. Ну, у нас говорят, это, ну, саксавул, вот, да. От него отрезали толстый сырую ветку и продевали через кость. Да. Превращается как в обжаренное дерево. Она тоже... Но мы уже вот ее до толстых, где слишком толстое мясо, мы его порезали, все. И везде вот соль с перцем уже мы полностью промазали. Ну, надо так мазать, чтобы не сильно тоже засолить его. Где толстые места. И присолить перец с этим. Ну, слишком переборщить тоже нельзя, чтобы она сильно соленая не была. И вот она, с солью мы его закладываем вот так пока, оставляем. Где-то час. Да. Пока у нас горит, дрова горят, и кувшин пока разогреется, пока как кирпич. Вот Чтоб... сейчас мясо уже вот готово. Вот надо мясо теперь- уже готово, да. Надо теперь костром заниматься. Да. Костер нет, уже мы разожгли костер. Костер надо в первую очередь. Пойдемте посмотрим. Да. Пойдемте посмотрим. Костер тогда. Давайте посмотрим костер. Вот как раз яма. Вы видите, сейчас здесь горит еще огонь. Ну, яма где-то, скажем, в диаметре сантиметров 30, ну, около 40 даже, скажем. Это для чего чуть побольше сделали мы, чтобы, когда опускали сюда мясо, чтобы она не коснулась земли. Ну, если даже чуть-чуть коснется, его можно потом почистить, ничего страшного нету. Глубина, Давайте закладывать. да, вот сейчас они будут закладывать. Глубина ямы где-то 70 сантиметров. И она вот внутри расширяется и как кувшин. И смотрим, где с какой стороны ветер дует отсюда. Вот делаем поддувало. Пробиваем землю, и поддувало надо делать именно на одну сторону. Не прямо в середине, а искоса в сторону. Это для чего делается? Чтобы внутри было завихрение. И когда горит хворост, он прямо с завихрением горит и обжигает все стенки. Но это блюдо вообще готовят женщины или только... Нет, только мужчины. Женщины здесь даже пальцем не прикладывается к мясу. Только мужское такое? чисто мужское блюдо, да. И вот Ямасын. Горел нормально, но угли остались. Слишком, чтобы много углей в середине не было, потому что он будет сильный жар. Поэтому мы эти угли все разгребаем по сторонам. Видишь, как я сделал? Что-то не так, да? Что-то не так сделано.
сделали? Все правильно там? Не, все правильно. Что там не так было? Вы говорите, Нет, угли в середине. Я ему объясняю, чтобы он тоже знал. Надо угли по краям убрать, вот разгребли, чтобы в середине уже не осталось углей, чтобы сильно не сжечь мясо. Вот теперь видно, что угли у нас по краям, все. Теперь поддувало нам не нужно. Мы поддувало закрываем, чтобы, но чтобы огня уже чтоб не было. Вот все угли мы разгребли по краю этого кувшина. А то сейчас остынет. Остынет? Надо ставить уже. Поспеет потом. У нас всегда... И все. Мы теперь вот закрываем поддувало, чтобы у нас угли больше не горели. Чтобы они также уже тлели. Да. Осталось ямага. Все, мы поддувало закрыли. Теперь самый ответственный момент. Вот надо сейчас закладывать мясо. Вот завязали мясо вот так. Да, да. Вот теперь его надо опускать. Опускает у нас молодой, чтобы она не коснулась стенок. Так, чтобы мясо было немножко с краю, у тебя же будет еще закладка. Она будет, да, и подвинь туда. Вон там смотри, подвинь туда. Вот. Вот так. И теперь его надо аккуратно. Смотри, по краю не наступай. Он к минуткам. Все, давай, закладывай. Сейчас кушать невозможно будет. ага, все, теперь закрывайте. Так, вот это вот можно не снимать. Саму яму накрывают шкурой, шерстью вверх, чтобы она не стянулась, забивает колышки по краям. И все, и вот так закрывает полностью края и оставляет в середине такой небольшой кусочек шерсти для контроля. Все, теперь Да. с ними поговорите, с ними теперь. Да. Чтобы они правильно- Все, көп зейтпеңіз. Қалайға урма. Вот, все, мы заложили мясо. Теперь ждем около часа. Холодная и погода холодная. Поэтому для уверенности можно, да, и час 20, час 30. Скажите, пожалуйста, а вот это что за люди стоят? Вот наши гости. Им тоже некоторым интересно. Ну, может, некоторые еще не видели, как делается, готовится крулеме. Они ждут, наверное, когда блюдо приготовят. Да. Ну, у нас как, хотя это чисто, как бы сказать, национальное блюдо, но гостей томить голодом в ожидании этого блюда тоже нельзя. Поэтому готовятся и другие блюда. И гости пьют чай, ждут, а его потом уже вытаскивает как финальное блюдо. Гости при этом не должны здесь присутствовать, да? Не, гости, конечно, сейчас все находились бы там, просто сейчас нагайс сможешь съесть. Вот вам вопрос. Так приготовленного, просто отваренного. Вот он наспор садился, вообще, это и сейчас тоже. Любой кость должна целиком закладываться. Если рубленый кость будет, это все. Потому что при варке сразу выделяется трупный яд именно костного мозга. Да. И уже мясо портится сразу. И вот он сзади достает, кушает. И обязательно потом должен еще шурпу выпить. Если вот шурпу он не выпьет, будет заворот кишков. Сначала расскажите, да, вот мы празднуем как Старый Новый год, да, то есть вы его празднуете тоже вот со своими какими-то традициями, особенностями. Расскажите Нет. об этом. И вот Вот хочу отметить, что в старину нагайцы, вот как сейчас Новый год, не праздновали. да. У нас в марте 21 числа Навруз был. Это встреча Нового года, встреча весны, Навруз Байрам. Да. Вот это и есть у нас Новый год. Как бы. Наступление нового лета, нового времени, как бы. А как сейчас празднуют Новый год, нагайцы раньше не праздновали. Ну, так как сейчас современно все, да, сейчас мы празднуем. И что я хотел отметить, да, про это блюдо, что это не единственное блюдо, курлеме, курелей. У нас очень много блюд, которые мы готовим из мяса. Вот в старину
соль у нас была только вот при Каспийской низменности, вот здесь соль, были соляные прииски. И здесь, ну, кочевой народ соль добывал как бы здесь. А в степях, в этих, соль была вообще на вес золота. И поэтому солить что-то, это ну, могли себе позволить только богатые люди. Да. Они там покупали соль откуда-то. А бедные обходились вообще без соли. И вот теперь холодильников не было. А мясо хранить или надо солить, вялить, сушить. Это будет вялено-сушеное мясо. Или его сразу готовить и есть. То есть впрок заготовить мясо не получалось. И что придумали нагайцы? Вот сейчас мы говорим про мясные деликатесы. Вот колбаса – это нагайское блюдо, и название тоже нагайское, ну, тюркское название. От слова кол – баса, рукой забивать, набивать кишку, вот колбаса. Это вот нагайское блюдо. Потом делали мы из конины козы. Это вот самую жирную часть, резали кусками, даже ребра резали вместе с жиром и тоже забивали в кишку. И все это высушивали, а так как соли нету, ну, конечно, ее присаливать надо, и его брали сразу коптили. Вот копчение у нагайцев было. Прикапчивали, чтобы она не портилась. А вот есть бастурма блюдо, от слова бас, давить. Ее вообще воины, когда вот порезали мясо, поели и брали мягкую часть, где нету ни жира, мякоть. Прорезали ее, то есть ну, раскладывали мясо пластом, ну, толщиной 2-3 сантиметра. Разложили его, снимали с коня седло, и это сырое мясо ложили на спину лошади. И ставили седло, затягивали. То есть они сейчас поели, а это лишнее мясо. Заложили его, вскочили на коня и поскакали. Конь запотевал и своим потом присаливал это мясо. А еще собственным весом всадник давил это мясо, и вот получалась бастурма. И воин скачет, проголодался, но ему останавливаться нельзя. Он ножом отрезает это мясо из-под себя и кушает. Да. Вот это бастурма, сейчас армяне говорят, это наше блюдо. Кстати, это единственная республика, Армения, где в основном все нагайские блюда там повторяются. Айран, тан, там, потом кефир, йогурт. Это все тюркские названия. А как они дошли до Армении многие? Да потому что, вот я сейчас недавно приехал с Еревана, ну, до коронавируса. Вся часть, которая вот ближе находится к Турции, полностью заселена кыпчаками. Армянский князь Давид попросил кыпчакского хана, у нас этот Котянхан называется, ну, а в истории его пишут по-разному. Тоже Котянхан, там, ну да, это не важно, да. Вот он направил свое войско, там часть войска, ну ну, около 30 тысяч кыпчаков расселились по турецкой границе. И они там сейчас живут. И вот, ну вот данное блюдо курлеме, ну, считается, конечно, сейчас, в настоящее время, как праздничное блюдо, потому что его готовят долго. И в основном, да, на такие праздники, когда ну, зовутся, ну, приходят гости, обязательно готовится это блюдо курлеме, оно считается как бы гвоздем самого праздника. В конце приносится именно это блюдо. Ну и вот к Новому году, когда тоже гости приходят, а у нагайцев гости это родственники, друзья, соседи. То есть соседи все приходят обязательно, даже соседей даже приглашать не нужно. Сосед обязательно должен быть здесь. И это блюдо готовится. Ну а летом его почти каждую неделю готовят, потому что выезжают на природу, на море, там, ну, часто готовится. А так, в основном, конечно, это праздничное блюдо сейчас. Ну, расскажите про его историю, вот еще раз. Откуда оно взялось? Ну, история курлеме, ну, у меня дедушка недолго пожил, поэтому я был маленький. Когда я уже вырос, когда мог уже осознать, ну, запомнить историю, мне рассказывал ее отца, брат, дядя. Он всю жизнь тоже чабановал, пас баран.
И вот он рассказывает, что у нагайцев издревле вот именно готовилось это блюдо, что чабаны, когда пасли баран в поле, а с собой брать что-то, ну, не получалось, еду. И поэтому, а мясо в избытке, прямо на поле они резали барана, вырывали эту яму, кувшин, разжигали хворостом, и это мясо они закладывали в эту яму, закапывали. Пока он пас баран, там потом приходил через там, несколько часов, уже мясо готово. Он доставал столько, сколько ему сейчас нужно съесть. Остальное мясо опять прикапывал полностью. И на следующий день, когда опять пас баран, он проходил через это место, доставал опять кусок, опять его прикапывал. И вот так в течение 3 дней, пока разогретая земля, а именно если это глинистая земля, она превращается как красный кирпич разогретый, то есть до 3 суток под землей держится, ну если не жар, то тепло. То есть мясо не пропадает и всегда в горячем виде. То есть, когда Это он... важно для кочевника, чтобы мясо не пропадало. Да. Холодильников не было. Холодильников не было, да. И вот так вот это блюдо вообще считалось как бы блюдо для чабанов. А в настоящее время уже это блюдо считается как бы таким, Традиционно. да, традиционно для гостей, да, готовят его.